Представьте, пожалуйста. Меня зовут Коношанов Игорь Георгиевич. Прописка. Город Усть-Кут, Иркутской области, Калинина, 1428. Так, а по какой причине оказались здесь, в Бурятии? Ну, идем группой с шаманом Александром Габышем в поддержку. Проходили Мухашибирь, да? Да, проходили Мухашибирь, там у нас была «Жигули», которую нам любезно предоставили местные жители для перевозки грузов, палатки, товар, ну, то есть канистры там всякие с водой, кастрюльки и Понятно. все прочее. По какой причине вас задержали? Остановили там не с номерами, номера кто-то баловался, заклеил номера по этой причине. Потом докопались, что багажник не установлен не по ГОСТу там. А потом обратились уже непосредственно к вам, Потом да? непосредственно ко мне, давай проверять меня. Сначала дали мне трубочку вдохнуть, чтобы проверить на алкоголь. Трубочка показала по нулям, то есть алкоголя не обнаружено в дыхании было. Потом сотрудник ДПС решил еще проверить тест, то есть свозить меня на обследование по наркотическому опьянению. То есть ему показалось, что у меня цвет лица какой-то бледный, глаза красные. Я отказался от этого. Подождите, тут в протоколе написано, что у вас была речь неустойчивая и значит, изменение окраски кожных покровов произошло. Вот по поводу речи, нарушения речи, что вы можете сказать? Почему? Ну, речь у меня может быть сама по себе такая, что не всегда меня слышно, может, я тихо говорю. Где-то, может, запинаюсь, не могу как бы составить ровный такой текст. Ну, просто понятно, у меня да, такого. да. То есть чтобы... вы работаете не диктором телевидения, а водителем. Да, просто водителем. Да, да, понятно. Это нормально. Вот. Теперь по поводу окраски лица. Что-то вот мы вас все время видим, то есть не замечаем ничего такого. Почему они придрались? Что они заметили? Ну, это просто возможно, что нужно было по требованию, которые заставляют именно пройти психологический, то есть этот анализ сделать. Именно в этот пункт он и применил ко мне, что типа я же не вижу себя, какой у меня там цвет лица. Ему показалось так, что вот именно цвет лица бледный, но при ярком солнечном свете. И потом глаза еще он показал, что глаза красные. Ну, я объяснил это тем, что мы рано встаем, бывает поздно ложимся, и в этот день, может, что не выспался. Из-за этого глаза были красные. Ну, не в том плане, что я совсем уставший. Ну, глаза... Понятно. И в дальнейшем вы отказались от обследования на наркотическое опьянение. Да. Почему? Потому что поселок маленький, во-первых. И я просто был не уверен в компетентности врачей, потому что мало ли там у них нечистые эти приспособления, которые проверяют там для обследования, отдаешь анализы эти. Вы решили сделать в Улан-Удэ? Я решил сделать в Улан-Удэ, да, так как мне объяснили, что вот содержание в моче там вот этого наркотического вещества может содержаться в течение 20 дней. Я вот, спустя 7 дней, когда добрались до Улан-Удэ, съездил здесь в областная, или как она называется, эта клиника наркологическая. И прошел там обследование. Понятно. А почему вы раньше не сделали, через день, через два в Улан-Удэ? Почему Потому что был в пути, у нас строгие какие обстоятельства, то есть мы в отряде двигаемся, и не все от меня зависит. Я единственный водитель на машине и не мог покинуть отряд, поэтому все очень ограничено. Понятно. Ну все, спасибо.